Марш Доголь, добро пожаловать на очередной выпуск интервью и видео на канале Чеченской демократической партии. Мы продолжаем представлять членов и соучредителей партии. Сегодня в гостях у нас Алви Чанти. Алви Чанти – это человек многих талантов, начиная от инженер, роботостроитель и заканчивая писателем и автором уже десятка книг. Помимо этого он философ, аниматор. И я не удивлюсь, если сегодня мы узнаем о еще каких-то его способностях, о которых он нам расскажет. Алю, давай начнем с того, что ты представишься, расскажешь немного о себе, о своем пути и как ты сегодня оказался в Вене и стал одним из соучредителей Чеченской демократической партии. Марш Дойлшу, добрый вечер. Марш Дойл – это чеченское приветствие. Меня зовут Алви Чанти. Алви – это мое настоящее имя, а Чанти – это тейп. Ну, как у шотландцев или там, не знаю, ирландцев, МакГрегори, МакКонноры, О'Нейли. Также такой же эквивалент. Это для нашей аудитории, кто не знает чеченскую культуру и мало знаком с такими деталями. Я по профессии, скажем так, радиоинженер и робототехник, электронщик, программист, также и писатель, и пытался свою всю жизнь учиться и освоить как можно больше профессий из-за того, что я любопытен, скажем так, и пытаюсь научиться делать то, что делают другие, если я вижу, что они это хорошо делают. Скажем так, после 2003 года я попал в Австрию как беженец. После начала Второй войны уже, скажем так, период зачисток уже подошел к концу. Я через Ингушетию попал в Австрию. И здесь я приспосабливался, скажем так, пытался интегрироваться и в конечном счете оказался в одном, скажем так, в одном котле с нашим Хусейном Исхановым и Ибрагимом Никархо в одной партии на попытке как-то повлиять на ситуацию, как-то помочь людям вовсе не из-за меркантильных целей, потому что это никаких тебе дивидендов не приносит, только забирает у тебя время. Сама партия, ее как бы нужда в ней, что привело вас к тому, чтобы сказать, вот нам нужно открыть демократическую партию, и она в данный момент необходима. Вот где была ее необходимость? Ну, нужно начать с того, что я коротко, скажем, совсем коротко пишем, у нас очень плохое положение, как у народа. Мы разбросаны, подобно кочевому народу, который там какие-то средневековые завоеватели раскидали по всем, короче, концам, уголкам земли. Мы абсолютно раскиданы. Плюс еще самое плохое даже не в этом, потому что, несмотря на то, что, скажем, евреи были разделены, они сумели создать какую-то культурную среду, объединяющую их в разных точках, неважно, где они живут, в Германии или в Америке. У нас этого нет. Нас еще разделили через религиозные секты. И, естественно, вся эта ситуация с нашим народом, она просто людям не сказали правду. То есть, скажем так, наши уважаемые старики, авторитеты, вообще публичные люди не сели и не сказали честно, вот это случилось из-за этого, вот это плохое случилось из-за этого. То есть вот эта вот несказанная правда, потом она отзывается там и 10, и 20 лет очень большой проблемой. И наша проблема сейчас полностью, скажем так, опущенный имидж, полностью уничтоженный имидж чеченского народа. Мы воспринимаемся как религиозные радикалы, бандиты, неадекватные люди.
Ну, естественно, кто сталкивается с нормальными чеченцами, с нормальными я имею в виду, кто не ведет себя подобным образом, скажем так, Сурхоты там или Ибрагим Микархо или еще кто, они, конечно, как-то корректируют свои взгляды, смотря по обстоятельствам. Но сама медийная среда нас просто уничтожила. То есть у нас нет репутации. Естественно, это все надо было исправлять. И не сегодня даже начинать это, и не вчера даже, а позавчера нужно было исправлять это. То есть в первую очередь людям нужно сказать правду, провести так называемый разбор полетов. То есть сказать, вот это было делано неправильно, вот это так неправильно, вот так. Это очень простая вещь, но посмотрите, как трудно простую вещь люди воспринимают. Потому что все пытаются делать вид, что ну, я не интересуюсь политикой. Это может сказать человек. Это, если ты помнишь вот этот анекдот, когда двоих везут в воронке куда-то в лагерь, концлагерь, и один спрашивает другого, ты не знаешь, в какой лагерь нас везут? Я политикой не интересуюсь. Вот примерно в таком положении нас весь народ, вот на положении этого чувака, который говорит, я политикой не интересуюсь, ну, нас какой-то концлагерь везут. Уже везут давно. 2 десятилетия, скажем так, нас везут в концлагерь, которым мы не интересуемся. То есть от того, что ты как страус голову в песок сунешь, скажешь, я не интересуюсь политикой, политика не перестанет интересоваться тобой. И еще думает, что политика это что-то там типа Жириновского, что там встал на трибуну, что-то пролаял. Это не политика. Политика на самом деле со всеми вашими аспектами жизни связана. Даже если когда ты дома идешь в больницу, и тебя там неправильно будут лечить и убьют врачи, это тоже связано с политикой, это последствия политики. Даже если твой ребенок в школе там подерется, это тоже последствия политики. То есть это просто тема, которую нельзя игнорировать. И наши люди это не понимают. Многие находят такое религиозное утешение в религии от политики, потому что это суть разные вещи, хотя радикальные эти исламисты пытаются их вместе свести, но на самом деле это разные вещи. Поэтому они подменяют вот этой вещью, религия – это безопасная вещь, ты можешь уйти туда и делать вид, что ну, я свои эти долг Всевышнему отдаю, а что там политика, это меня не касается. То есть происходит такой переворот. Вот с чеченцами, с нами вот это случилось. Мы полностью абстрагировались от ситуации и делаем вид, что мы не в этом воронке, мы не интересуемся политикой. Мы не знаем, какой наш лагерь везут. Примерно так. То есть главная цель пробудить в людях желание и интерес к политике. Да, да. Или в широком, скажем, смысле чеченцам сознание. Это может кому-то показаться плохим. Ты что, это собрался чеченцам сознание менять? Там сознание уже поменяли. За 20 лет на самом деле нами это уже сделали. То есть это не мне нужно говорить, что ты собрался. Нужно говорить тем, кто уже сделал это. Поменять означает вернуть их на колею национального самосознания. Тут что это значит? Представь, я тебе пример такой приведу, как писатель, такое сравнение. Язык писателя – это язык сравнений. Вот у нас какое-то там спортивное мероприятие, большой зал и разные команды от разных государств, народов, наций, племен. И это идет конкуренция. Это не значит, что ты расист или там, нацист или кто-то, это конкуренция. Если они конкурируют с тобой, а ты не конкурируешь с ними, ты там пытаешься к этим прицепиться, вот этим к навязаться, то ты никто, у тебя нет личности, у тебя нет команды. Вот у чеченцев вот в этом зале нету команды своей. Есть какая-то идея, которая плавает там, у коммунистов коммунистическая, у исламистов вот такая исламистская, там, довольство Аллаха, у этих буддистов, я не знаю, у них своя какая-то. В общем-то, там нету чеченской команды. И это надо понимать. Это огромная проблема. Если ты не будешь конкурировать, ты загниешь, и тебя задвинут куда-то там
в угол, посиди тут. Потом, когда мы закончим, будешь это подметать тут там или полы мыть. А то и Вот, полностью исчезнешь, да, как народ. да-да, это неизбежно. Конечно, какие-то энтузиасты будут, потому что попадись это к нам, скажем так, лет 500 раньше, то мы уже исчезли, скажем так. Как многие народы исчезли, кстати. Это не первый раз происходит. В мире много очень народов было, религий было, которые исчезли, появлялись. Это естественный процесс. Над нами, вот с нами случилось. Хала, я хотел перебивать. Хала. Да-да, я закончил. Да. Может, следующий вопрос. Я такой хотел тебе вопрос задать. Про демократию. Я помню, ты в чате очень красиво и доходчиво своими словами объяснял, что такое демократия. Несколько раз это было, и каждый раз мне очень нравилось, как ты это объяснял. И хотел бы, чтобы ты вот сегодня вот на видео для людей, возможно, не совсем понимающих и воспринимающих Да, демократию как что-то нам противное и нам чужое, хотел бы, чтобы ты объяснил им, что такое демократия и почему наша партия стремится к демократии в нашем обществе. да, существует множество заблуждений по поводу демократии. Они специально пропагандой навязаны, особенно религиозной пропагандой, потому что они считают себя неким противником демократии. То есть они догматичны, а демократия, естественно, не может принять догму. Демократия – это когда учитывается мнение большинства. Это, кстати, не имеет отношения к либеральным ценностям, когда учитывается мнение меньшинства, продвинутый тип демократии. Вот именно вот эту либеральные ценности и то, что происходит, например, в Западной Европе, вот эти наши религиозные радикалы, они ее как называют демократией. То есть они подменяют понятие. Это как, ну, скажем так, у вас есть какой-нибудь самолет, он называется, я не знаю, Boeing или там Airbus называется, а вы говорите, что это не Boeing Airbus, что это самолет Lufthansa. То есть вы компании поменяли. То есть вот такая вот примерно такие же подмены понятия происходят. Демократия – это чистейший инструмент. То есть инструмент выбора и контроля власти. Абсолютно не имеет никакого значения, что там происходит. То есть имеет значение, это люди будут решать. То есть люди будут, ты используя эту демократию и решать, что они будут делать, как они будут жить. Это абсолютно на людях. Демократия – это просто инструмент, некий гаечный ключ. Если вам дали гаечный ключ, у вас есть выбор, можете там открутить мотор, это на вас лежит, короче. Это не имеет отношения к гаечному ключу, это просто инструмент. Точно так же и инструмент. Эта идея, что демократия инструмент, и что это инструмент контроля власти, она не нравится радикалам, не нравится подрусским радикалам, скажем так, или ну, любым людям, которым нужна диктатура. Диктатура им нужна, чтобы уйти от преступления или наживаться за счет народа, или быть все время во власти. Естественно, они враги демократии. Не каких-то там либеральных ценностей или чего-то. Это, опять же, повторяю, это не имеет отношения к демократии. У нас, чеченцев, ментально демократия, ну, скажем так, да, была. Конечно, она не была такой современной, продвинутой. Я имею в виду из-за, скажем так, недостатков, цивилизационных недостатков, технической развитости, нельзя было провести всеобщее голосование путем там, тайное голосование этими, как это называется, бюллетенями. Она зиждилась на своих, ну, меру своей возможности она была. Но у нас была военная демократия. Любой человек вооружен, следовательно, его нельзя над ним совершить насилие без определенных, скажем так, условий или большей военной силы. То есть вооруженный народ автоматически ставит демократию. Именно поэтому на Диком Западе, в Америке была демократия, потому что они все были вооружены. Отсюда это выходит. Если у народа забирается оружие, и оно у правителя только, то тогда, да, естественно, там демократии не будет пахнуть. Поэтому это самое главное доказательство. Вот вооруженные чеченцы или вооруженный народ, это есть гарант демократии. Она даже в Америке так. Это знаменитая их поправка, когда народ имеет право на вооруженное восстание, если власть узурпирует, скажем так, правительство узурпирует власть.
У нас с давних времен была такая представительская демократия, такие советы, как Мехкел, Мехкеташу. Да. Можешь немного рассказать об этом просто для зрителей? Возможно, это будет интересно. Да, Почему мы говорим, что у нас была... представительская демократия, она и в Америке есть. И почему представительская демократия предпочиталась прямой демократии? Опять же, это чисто организационные причины. То есть нет телевидения, газет, радио, телефонов, нельзя быстро там какие-то организации организовывать, какие-то голосования или что-то. Поэтому вот огромное пространство, где, например, на дилижансе ты должен из Вашингтона до Калифорнии 2 месяца ехать. Ну какая тут прямая демократия? Невозможно. Поэтому она была через систему выборщиков сделана. То есть каких-то людей уполномочили от имени большей группы людей голосовать. То же самое у нас. Какие-то уважаемые люди, они избирались. Скажем так, в небольшой общине очень легко вот этого выборщика, представителя, он может быть авторитетным, нравится, он харизматичный, они видят, что он справедливо поступает. Естественно, маленькая группа может вот такого человека выдвинуть как как представителя их группы, скажем так. Вот примерно такое же у нас происходило. Это связано с техническим развитием цивилизации. Сейчас представительская демократия нам не нужна. Она в Америке как пережиток прошлого. Они тоже могут перейти к мгновенной цифровой демократии, но они просто придерживаются своих традиций, и как-то у них это устаканилось. Да и вот эти элиты, которые уже там эти места освоили, они не хотят оттуда так просто это сдавать. Потому что кое-кому это может повредить, они будут отодвинуты от власти. То есть прямая демократия, ну, скажем так, на 50% честнее. Мы можем сразу вести прямую демократию. То есть благодаря электронным средствам, этим телефонам, опознаванию по отпечатку, по сетчатке глаза, по лицу, то есть это можно многократно дублировать, и прямо в прямом эфире, когда там в парламенте, в нашем Мехкеле будет идти обсуждение какого-то закона, ты можешь прямо повлиять на их решение. То есть если 51% людей, которые имеют право голоса, скажут нет, они вынуждены будут это убрать. То есть мы можем не просто демократию вести, а такой уже супердемократию, уже продвинутую, ультра-мега технологическую, технократическую демократию. Такой вопрос возникает, который, наверное, не только у меня возник. Если мы, ну, я знаю, эта проблема существует, и она на Западе по-разному как бы решается. Мы же не хотим быть обществом, где большинство решает за всех просто любые вопросы. Например, если у нас есть, например, какая-то маленькая группа последователей, там, не знаю, какого-то Свидетели суфийского, Иеговы. ну, да, свидетели Иеговы, например, там, чеченцы, и они, например, в этом таком обществе, где будет большинство всех мусульман, мы знаем, что большинство у нас в Чечне мусульмане, эти люди будут как бы в таком обществе, при таком виде демократии не защищены. Какие есть у нас, как сказать, возможности, Механизмы, можно сказать. механизмы, да, чтобы эти люди тоже были защищены? Это один из главных недостатков демократии, что большинство решает. То есть большинство может оказаться каннибалами. Это чисто гипотетические ситуации. Я просто пытаюсь описать, что демократия – это плохо. Просто ничего лучше нет. Большинство, когда за тебя решает, а вдруг большинство ошибается. То есть это вполне может случиться. Есть несколько механизмов, чтобы, скажем так, большинство не третировало меньшинство. Во-первых, сами люди из большинства, они заинтересованы, чтобы в стране было нормально, а не какая-то гражданская война с меньшинством или еще что-то. Плюс мы же не живем на какой-то отдельной планете, и вокруг живут страны, вводить санкции или как-то враждовать с нами из-за того, что мы, скажем так, плохо ведем себя, поедаем людей или, я не знаю, ущемляем каких-то свидетелей по убеждениям. То есть это тоже будет влиять. Другое дело, что мы можем упереться, и, например, что для нас неприемлемо, как-то
нет, мы вот это мы не можем, или нам еще что-то. Но в любом случае, вот этот недостаток демократии большинство будет решать. Но большинство заинтересовано жить в мирной, спокойной, богатой, процветающей, образованной, с хорошей медициной стране. Поэтому рано или поздно демократическая страна вот приходит к такому, нельзя сказать идеалу, но близко к идеалу, к чему-то, как вот эти развитые страны, скажем так, Скандинавии, там, Исландия, Дания. Рано или поздно это приходит к тому, что люди сами уже начинают понимать. А когда количество образованных, там, начитанных и, скажем так, с высоким интеллектуальным индексом людей увеличивается, то автоматически жизнь улучшается и еще больше. Это как-то завязано. Нельзя в диктаторских странах нету ни науки, ни образования, ни медицины, ни каких-то особых творческих прорывов. Это все связано с политикой. Нельзя думать, что политика это что-то отдельное. Вот у нас, у чеченцев, вот это заблуждение. Вот есть какая-то политика, короче, я тут ни при чем, она на меня не влияет. Если я голову в песок суну, то политика меня не заметит, там мимо проскочит. Она не проскочит, она тебе пинка отвесит, короче, в какой-то момент конкретного. То есть мы не можем это игнорировать. Я занялся вот этой, скажем, общественной деятельностью вовсе не из того, что мне нечего делать. Есть такое чеченское выражение. У тебя что, ноги чешутся, короче, что? Поэтому ты ходишь. Нет, я хожу не потому, что у меня ноги чешутся, а потому что я вынужден это делать. Я вынужден заниматься этим, потому что это рано или поздно повлияет на меня, на моих родственников, на моих детей в негативном. И уже повлияло в негативном ключе. И когда ты идешь куда-то в европейское какое-нибудь, я не знаю, устраиваться на работу, скажем, Bewerbung называется по-немецки, то это чувствуется, когда говоришь, уже там автоматически какие-то, пока ты их не переубедишь, или они не убедятся, что с тобой можно иметь дело, у них в голове будет какое-то стандартное представление о нас. Особенно если ты вот с такой длинной бородой и разговариваешь так вальяжно, презрительным тоном перед кафиром, который там топливо для ада или еще что-то для тебя. Тогда это вообще их они будут отвращать. Именно вот не нужно думать, что мы вот мне очень много чего есть сделать. Вот ты знаешь, мне очень много. Я могу и этим. Мне просто не хватает времени всем заняться. Настолько много чего у меня есть делать. Но, к сожалению, вот наша не на безрыбье и рак рыба. Поэтому я тоже вынужден вот это делом заниматься. Я вначале забыл упомянуть, ты также изобретатель, и я, как ты говоришь, я прекрасно понимаю, что тебе есть много чем заняться, кроме как политикой или тем, что ты там стал учредителем партии демократической и занялся вообще всеми вот этими, как сказать, Делами. всеми этими делами, да. Но когда ты видишь, что у других получается так себе, или они, очевидно, ведут какую-то деструктивную работу, неправильную работу, то приходится как бы не сидеть на месте, да, что-то делать. И такие упреки, что там, не знаю, там все хотят власть, все к власти рвутся. У нас это коронное такое обвинение, чтобы людей отбить от желания заниматься политикой. Ну, политика, она всеми нами, как бы, и так мы в ней находимся, эта материя, это нас касается. И сказать, я не интересуюсь политикой, это в Греции, как считались такие люди, идиотами. Оттуда это слово пошло. Идиот – Да. это слово, человек, не интересующийся политикой. Алви, такой вопрос. Есть много пессимистов, ну и заведомо как бы с целью утверждающих, что в случае независимости Чеченской Республики у чеченцев мало перспектив в экономическом плане, то есть создать себе самодостаточное, само себя обеспечивающее государство. Что думаешь по этому поводу? Что можешь сказать? Ну, есть в этом и доля правды, что потому что все эти 20 лет вот эта подрусская власть дома, она же не
ее же русских же не заботило, что какая-то экономическая состоятельность нашей республики. Наоборот, они всеми силами пытались, чтобы мы не были экономически подвязаны Москве. То есть никаких предприятий там не восстанавливали, никакой энергетической независимости там нету. То есть электричество мы берем от России. Есть какая-то ТЭЦ, по-моему, ее какая-то принадлежащая какой-то организации русской, но которая была сейчас передана под русской организацией уже в Чечне. Я это к тому, что у нас за эти 20 лет ничего не сделано. Построены разные здания, там дороги устроены, но экономически вот на какой-то самостоятельности абсолютно никакой нету, она нулевая. То есть если сейчас внезапно отрезать все деньги, которые Москва выделяет, у нас очень трудный период. То есть нам необходима помощь. В любом случае международного сообщества, какого-то там международных банков. Есть положительные моменты. То есть у нас есть нефть, хотя и не так много, но она все еще нужна, и мы ее можем как-то, особенно если мы вернем переработку, которую русские забрали у нас. Они забрали переработку. С переработкой цена сырой нефти в 7-8 раз больше. То есть если из нее уже сделать. То есть фактически у нас есть кое-какие экономические возможности, мощность, скажем. Плюс почти половина чеченцев живет в Европе, и они посылают домой деньги своим родственникам. И то есть это тоже один из источников, в отличие от, например, больших каких-то стран, нам легче будет выжить из-за вот этого. Вот община в Европе может там своих родственников какое-то время помогать, чтобы пережить тяжелые времена. То есть у нас есть два момента, которые мы можем бороться с этим. То есть чеченцы в Европе, которые родственникам своим помогают. И так это все делается. То есть, если ты заметил, огромное количество денег из Европы было перекачано домой. Там кто-то строил дома дома, или там что-то покупали, или переводы делали. То есть, если ты все это сложишь, то там миллиарды долларов то есть, за это время, за эти 20 лет. То есть, есть вот этот момент. Так, есть у нас вот эти остатки нефти. Это там, скажем так, процентов 20-30. Будем ее перерабатывать, то можно вообще всю республику от этого кормить. То есть содержать какие-то государственные органы, строить дороги, и датировать кого-то, помогать малоимущим и прочее. То есть обычные эти государственные дела будут с этим делать. Но в основном у нас плохое положение, потому что мы в положении догоняющего поезда. Вот из-за этого отставания, вот из-за 2 войн, когда у нас полностью 1,5 поколения, скажем так, просто потерян. В смысле образования, в смысле продвинутости, в смысле психологии ее, в смысле ее менталитета даже. Мы даже дальше, чем были при Советах. В Советском Союзе мы имели багаж элиты какой-то образованной. Сейчас ее мало. Вся надежда вот на европейскую часть. И то, как ты знаешь, мало кто учится. По разным причинам, там, по религиозным причинам, там, еще по каким причинам, по ментальным причинам. То есть нам нужно во что бы то ни стало организоваться. Это устраивать какие-то айтишные технологии у нас, фирмы, налоговые льготы делать, кого-то завозить, чтобы бизнес к нам шел. Вот как эти Объединенные Эмираты делают. Если в каких-то странах большое количество налогов, например, во Франции, не знаю, 60% заработанных денег ты должен отдавать государству. В Австрии тоже, если больше 1 миллиона заработал, то, по-моему, 52 или 50, больше 50% ты должен государству отдавать. Из-за этого существуют разные механизмы, правда, как этого избежать, но это не имеет значения. В Эмиратах же только 7 налогов, и, естественно, в этот безналоговый рай практически все устремились, там все пытаются там зарегистрировать предприятия, какую-то торговлю вести через них, поскольку она будет беспошлиной.
Примерно нам тоже надо будет так сделать, потому что вот этот средний бизнес, малый и средний бизнес, он сам вытащит. Если ему не мешать, если не рекетировать его, как сейчас делают, то есть он сразу начинает цвести. Это его свойство, свойство капитализма и свободного, такого дикого, даже сказал бы, рынка, мгновенно так расцветать. Потому что люди ищут так, как, чтобы купи-продай и пошло-поехало. Вот таким макаром мы можем, да, быстро довольно до приличного уровня дойти. До хорошего уровня нам еще далеко, конечно. Для этого нам нужны кадры и, не знаю, 50 лет времени. Но фактически выжить из-за этих факторов, из-за нефти, несмотря на то, что вот эти 20 лет ничего не делалось в смысле экономического независимости, я имею в виду, учитывая это, мы можем благодаря нефти, благодаря европейской общины, огромное соотношение количества нашего населения. То есть треть населения у нас в Европе получает зарплату, может это помогать. Плюс еще какие-то специалисты у нас худо-бедно в Европе появятся. Появились уже, есть. То есть вот эти факторы нас вытащат. Но ничего, цветочков и ягодков не будет. Это будет тяжело и Легко не будет, да? Легко не будет. Да, вот это точно. Легко не будет. Плюс еще, и это таковый, скажем так, оптимистичный сценарий, потому что, как ты сам знаешь, у нас есть разные группировки, которые хотят устроить то халифат, то там еще чего-то. Если они не подерутся, то и еще, скажем так, на 5-10 лет отодвинется это дело. Минимум. Да, минимум, да. Ну, зависит от того, кто там победит и будет ли международное сообщество заинтересовано в порядке у нас. В интернете было видео, я автора не помню, ну, вроде бы он известный блогер в России, и, по-моему, даже то ли не сторонник, то ли член коммунистической партии, в общем, не суть. Он рассказывал про то, как все вот эти 20 лет нынешняя власть отправляла нефть в Москву, оттуда она перепродавалась, нам как в республике оставалась какая-то часть только от проданной нефти, и массированно массированный демонтаж был перерабатывающих предприятий, чтобы на месте у нас не было ничего, что мы могли бы сами запустить и на чем мы могли бы быстро на ноги стать, да, экономически. То есть это была программа уже 10-20 лет. Причем это говорят, это не заинтересованные в нашей деоккупации люди, а сами русские имперцы говорят. Сами русские и говорят это. В такой ситуации есть, с одной стороны, утверждение, что там Москва кормит Кавказ, кормит Чечню, но в данном случае у Чечни-то есть огромные претензии на репарации, и как минимум восстановление своей индустрии, которая была полностью на нет уничтожена, да, и ты сейчас в своем сценарии даже не упомянул об этом. То есть это если мы отбросим тот факт, что Москва откажется платить. Откажется, да, если мы отбросим тот факт, что они заплатят вообще хоть 1 рубль, как-то у них это получится. Ну, даже в таком... Я рассматривал худший сценарий. Да, даже в таком сценарии, ты говоришь, у нас есть перспектива и все возможности выжить и вырасти, и стать довольно-таки самодостаточным и припеваючи живущим государством. Да. Да? В общем, думаю, этот вопрос мы закрыли, ответили. Я перехожу к своему следующему. Что ты думаешь по поводу вот, актуальной темы объявления Горской республики правительством Закаева, что они собираются как бы возродить идею Горской республики и собираются предложить этот проект в Америке, американском конгрессе, и как бы поставили это своей главной целью. Что ты обо всем этом думаешь? Как ты можешь это прокомментировать? Ну, это очень странное заявление и неожиданное, как снег на голову, скажем так. Я не знаю человека, который слышал до этого от Закаева какие-то
разговоры, возможно, как в историческом контексте, в каком-то интервью он это упоминал, но чтобы они там готовились к Горской республике, особенно после того, как они собрались в Швеции и сказали, что они по шариату и на Коране Сунна находятся, то есть никакой Горской республики шариат, Коран, Сунна и Низам 2002 года не предусматривает вообще. То есть откуда это взялось? Ну, просто там, я не знаю, как иллюзионист из шляпы кролика достает, вот так достали Горскую республику. Вот, на, смотрите, показательно. Кто не знает, Горская республика, это когда развалилась Русская империя, царская еще, то короткое время, после уже буржуазной революции, после правительства Керенского, на Кавказе вот, богатый тогдашний промышленник Тапо Чермоев, который владел нефтяными концессиями, им владели вообще-то этими нефтяными концессиями англичане, поскольку у них были технологии эти, переработки и добычи. Но он был, как, скажем так, держатель акций. Я не знаю, сколько у него там было, но богатый очень человек был по тем временам. Он собрал тогдашнюю элиту, как и на тот момент, скажем, образованных людей, в частности, Бамат Гири, это кумык, он был женат на какой-то родственник или дочери, или еще кого-то этого, Тапы Чермоева. Я не знаю точно, можете посмотреть, кого интересует эта история. В общем, они организовались и сказали, ну, раз грузины объявили свое государство, там, украинцы свое, а еще там кто-то свои, то почему бы мы не должны? И они вместе с, по-моему, ингушами, с осетинами, еще там с кавказскими разными народами объявили вот эту Горскую республику. Надо посмотреть, в каких границах она, по-моему, она не все охватывала. Я не знаю, точно Дагестан входил туда или нет. Это нормальная вещь была, объявление Горской республики. Это устраивало многих людей. Ну, скажем так, у них все получилось. Но, к сожалению, вот из Дагестана вот эта кампания с религиозными лозунгами, опять халифат, опять вот этот Узун-Хаджи, дагестанецкая. Вот эта кампания как бы пошла на сделку с большевиками в обмен, скажем так, вы дадите нам шариат и Коран и Сунну, а мы будем против Горской республики. В общем, Горская республика так и никак рожденная в муках дитя быстро скончалась, бежал в Париж, этот Тапо Чермоев, Бабат Гирей и остальные, и на этом это закончилось. Зачем нужно сейчас вытаскивать Горскую республику? Я не вижу этого смысла. Во-первых, это очень плохо для вот этой между Ичкерией и Россией было заключено, во-первых, вот это договор 1997 года, раз, или 8-го, я сейчас уже хасавюртское, не хасавюртское, хасавюртское заключение. В общем, неважно, есть между правительством тогдашней Ичкерии и правительством Ельцина было соглашение, что они выплатят нам все репарации за нанесенный ущерб. Но это не называлось репарациями, чтобы не обижать Россию, все-таки великая страна, как она может проиграть войну маленькой республике. Поэтому формулировка была, они вот ущерб будут восстанавливать, компенсировать ущерб за уничтоженное. Они уничтожили около 160, говорят, или 150 предприятий, ну, больше 100. То есть в хлам разгромили нашу экономику. Естественно, они подписали бумажку, если мы не будем обращаться в Гаагский суд, там не будем международных посредников привлекать к этому процессу. Вот ошибка, кстати, была фатально допущенная Масхадовым. Я не буду ни ругать, ни хвалить Масхадова. Как человек, это очень хороший человек. Он мужественный, он хороший, скажем так, приятный собеседник, вообще хороший человек как такой. Но хороший человек и компетентный руководитель – это абсолютно разные вещи. Ты можешь быть очень хорошим человеком, быть очень плохим некомпетентным руководителем, который доведет страну до войны и разорения. То есть это разные вещи. Это чисто по политике, если мы будем рассуждать. Так вот, они, русские, сказали, пожалуйста, не надо нас
суд подавать, использовать международных посредников, так полюбовно решим. Мы вам вот эти 160 миллиардов компенсации, а 160 миллиардов компенсации для маленькой республики – это огромные деньги. Вот представьте, в год бюджет Чеченской республики – это около миллиарда. Миллиард 160 долларов. лет. То Миллиард есть долларов, да. мы сейчас говорим о 160 лет. 160 миллиардов долларов. Да, посчитай, то есть 160 лет бюджета чеченского. Это почти покрывало этот миллиард. То есть из Чечни в 2007, 2008, 2010 уходила сырая нефть, непереработанная сырая нефть на сумму близкую к этой сумме. То есть Роснефть, Стечин, который является таким серым кардиналом Путина, очень, кстати, важное лицо в иерархии Путина и к его этой кремлевской банде, очень важный человек. То есть он не отдавал вот это, его много раз просил, вот это, Кадыров, отдайте нам эту нефть, и Сечин не отдавал, и Путин даже не мог на нее повлиять, или делал вид, что не может повлиять. Но это не играет значения. Вот представь, в этом 160 миллиардов, еще плюс бюджет, еще худо-бедно у нас что-то там работало, что-то есть, какие-то налоги. В общем, мы прорвались бы. Но правительство в России, люди, которые там находятся, посмотрели, они нас опозорили, то есть выиграли у нас вот эту партизанскую войну, и плюс еще мы, Великая Россия, мы должны им 160 миллиардов. Вот они начали действия по дискредитации чеченцев, начали платить деньги похитителям. Зачем-то все это они называли, кстати, рабами. Я недавно разговаривал с одним американцем, и он тоже автоматом про рабов говорил. В Чечне были рабы. Представь, я им говорю, слушай, в Чечне нету этих хлопковых плантаций, рабский труд непроизводителен. Еще в 19 веке это доказал Карл Маркс и Фридрих Энгельс. То есть никаких рабов. Это киднеппинг. То есть но российская пропаганда специально это делала. Потому что киднеппинг это не звучит. Похищение людей это не звучит. Это просто криминал. Это может случиться где угодно. Там, в Питере, там, под Тамбовом может случиться. В Европе может случиться там, бизнес на похищение там, девушек, чтобы они работали в разных там, этих заведениях. Это тоже криминальная история. Это криминальная история. А Да. рабство это уже попахивает вот этим... Но это действует на мозг, короче. Это древние, вот это, скажем так, вот они там, мракобесы, короче, рабством занимаются, какие нехорошие люди, у них ментальность такая поломанная, поэтому рабы. Вот. И вот этот американец за ними повторял, рабы. Я не знаю, у него там есть подружка, по-моему, русскоязычная, возможно, она ему это вбила в голову, но я ее немного это разубедил, он понял, говорит, да, действительно, хлопковых плантаций нет, короче, какие рабы, что от слова работать. Что они там работали? Это просто киднеппинг, то есть криминальная история. Вот так России очень удобно было заплатить вот эти 10-20 миллионов долларов, 30 миллионов долларов разным группировкам, вот эти, устраивать вот эти похищения или стимулировать их, скажем, не нужно обязательно прямо в этом участвовать. Стимулировать и при этом сэкономить себе 160 миллиардов долларов, уйти от ответственности за геноцид и остаться вот прям так, в шоколаде просто они из этой ситуации вышли. Плюс еще они сохранили вот эту собственность, разворованную при Чубайсе, и стали вот новой властью. Там, семья Ельцина снова опять уселась там, и опять, короче, Россия так вот пришла к нынешнему моменту. Кстати, это тоже не из-за того, что там люди не интересовались политикой. Вот это тоже к этому пришло. Не интересуешься политикой, в конце получишь Путина и войну в Украине. Не интересуешься политикой, в конце получишь Удугова и вторжение в Дагестан. Не интересуешься политикой, то есть это можно бесконечно продолжать. Если не интересуешься политикой, политика тобой будет очень интересоваться и отвесит тебе хорошего этого пинка. То есть Горская республика, мы сейчас от нее пришли к тому, что, во-первых, первый пункт был, что если будет Горская республика, у нас не будет документов, по которым мы сможем предъявить России в Москве компенсации. Да. Этот договор, эти 160 миллиардов, которые ты говоришь, это действительно, есть ли какие-то подтверждения, там,
что это Э, документ существует, или же это все-таки какая-то городская легенда? Может такое быть? Это не легенда, потому что Закаев об этом заявил сам, что у нас был вот такой договор на то, чтобы он неоднократно это заявлял. Причем Мгм. это стали они заявлять недавно, то есть где-то около года. Это раньше, не 5 лет назад, нет. И, естественно, когда какие-то документы сохранились, и они у кого-то есть. То есть у кого-то есть бумажка, которая за подписью российского президента, вот эти обязательства выплатить эти деньги. 100%. Так, кто эту бумажку будут беречь как зеницу ока? Что это? И вся ГБшная рать будет за ней гоняться. Или пытаться дискредитировать человека, или покушение на него выдали. Вот подумай сам, зачем Россия вот упорно пыталась, чтобы выдали Закаева. Они придумали даже фантастическую историю каких-то священников, которых он украл, и по указанию Закаева, то есть фальшивых свидетелей нашли, которые там поклялись в лондонском суде, что вот он, короче, Закаев это все сделал. То есть дело развалилось, потому что ложь в лондонском суде легко разваливается. Но русские попытались. То есть зачем они гонялись за Закаевым? Кто такой Закаев, чтобы за ним гоняться? За Удугом не гонялись, за Идиговым не гонялись, не говорили, а ну выдайте их, иначе мы это сделаем. Не организовывали фальшивых свидетелей, собирали какие-то бабки. Вот именно за Закаевым гонялись. Отсюда я могу предположить, что эта бумажка у него. Тем более, когда он не Идигов не говорят об этом, а Закаев это говорит. Эта бумажка, она очень такая, ну, скажем так, интересная вещь, скажем так. С Закаем можно торговаться, если этой бумажка есть, конечно. Если это не мои спекуляции, это может наше предположение просто. Но я гипотетически представлю, русские могут с ним торговаться. Вот так хочу. Как они с Масхадовым торговались? То есть ему говорили, пожалуйста, не иди ни в какие союзы с Британией или с Конгрессом США, там, не уступай там. Мы тебе заплатим 160 миллиардов, а что они тебе дадут? Может, там кредит там, 2 миллиарда долларов и тогда тут. А 160 миллиардов, посмотрите, какие деньги вышли. И вот Масхадов на это попался. Ему так и не дали. И что ему не дали, есть доказательства, слова самого Ельцина, которые с Масхадовым, есть видео, где говорит, мы им перевели деньги, а Аслан Алиевич говорит, что ему в 6 раз меньше до него дошло. Куда они делись, шут его знает. Их не это. По теории он должен был стукнуть кулаком, а ну немедленно эти деньги разыщите. А знаешь, они специально это делают. То есть ну, представь, имперцы, которые вот накачанные, вот, сам свидетель, я жил во многих местах в России, когда был еще из-за шабашки. Отец таскал меня по разным районам. И я учился во многих русских школах и наблюдал вот эту накачку вот этой пропаганды. Вот эти накачанные пропагандой люди, они сейчас у власти, они сейчас им там по 40 лет, по 50, по 60 лет. Самый момент, когда человек приходит на свою финальную ступеньку, до которой он может добраться, эти чиновники. Естественно, они ну, просто ненавидят. Да мы будем Чечне платить компенсации. Да ну их. Они пытались это саботировать. Естественно, без денег Масхадов оказался... Ну что может правительство без денег? Отбери у правительства Соединенных Штатов деньги, и все, и не будет никакого правительства Соединенных Штатов. Там начнется хаос. Это естественно. То же самое случилось и у нас. Это ни в коем случае не оправдывает, конечно, вот этих религиозных радикалов, похищающих людей, банды всякие. Не, ни в коем случае. Но Масхадов не мог навести порядок из-за отсутствия финансов. И когда ему с предложением финансов обратились вот эти любители ближневосточных разных группировок, там, братья мусульман, и это, Халимов и прочие, то Масхадов автоматом попал под их влияние. Кто заказывает музыку, кто платит, тот заказывает музыку. Вот они заказали ему исламскую музыку, и все, приехали. А он до последнего ждал, что сейчас ему ну дали бы ему хотя бы 10 миллиардов, это огромные деньги, сам подумай, 10 лет бюджета.
Он спокойно навел бы порядок, он бы купил оружие, заплатил бы зарплаты, за все. Ему даже не нужно было, мне кажется, это говорить. Не в смысле эти деньги, а просто сказать народу, вот 160 миллиардов сейчас придут. Ну, частями они, конечно, там не собирались нам сразу 160 миллиардов, да. Ну, допустим, по 5 миллиардов. Все, народ как порвал бы любого, кто стал бы этому мешать. То есть это даже этого не произошло. Вот это, потому что, видимо, российское правительство просило об этом не говорить. То есть получалось, они как бы контрибуцию платят, понимаешь? Поэтому, как у нас говорят, codes and legend, то есть как бастарда, ублюдка припрятать это надо. Вот так это. Вот сейчас это вылезло. А, Сейчас это вылезло. И вот я по поводу этой Горской республики проклятой. Вот это единственный способ не заплатить снова эти деньги. То есть устраивают на снова похищение, снова банды на религиозной почве, устраивают у нас халифаты, никто не будет принимать иски между правительством Российской Федерации и Ичкерии, если у нас будет имарат, скажем. Они же не имарату компенсацию собирались должны были, да? выплачивать. То есть имарат здесь ни при чем. То же самое, это новое вот образование, Горская республика. Они разве собирались в Горской республике выплачивать деньги? Нет. Опять не слезает с этого. То есть видно, что вот эта ситуация, она всегда связана с деньгами. Вся политика связана с деньгами. Это ее мы можем там наблюдать какие-то внешние проявления, там патриотические лозунги, но на самом деле там играет значение именно 99% денег. И наша политика тоже не исключение. Если вы увидели, что кто-то там достает какую-то старую идею о Горской республике, и кто эту Горскую республику хочет, кроме нас, например, есть какие-то силы, там, не знаю, карачаевцы, нагайцы, осетины, там, еще кто-то, вот где они, откуда они взяли, что могут за эти народы решать. Или они хотят Ичкерию переименовать в Горскую республику. То есть была Ичкерия, станет Горской республикой. Это абсолютно не бессмысленное какое-то заявление. Я не знаю, как бы там не мытьем ты какая-то. То есть тебя прижали уже к стенке, ты даже не знаешь, что делать. Уже видно, что Ичкерия снова возродится. Уже даже ничего не надо делать. Можно просто как китайцы сидеть у берега реки и видеть, как международное сообщество и Украина размочит Россию, она развалится там. Есть 20 миллионов татар, к примеру, там столько-то миллионов башкир. То есть кто-то обязательно начнет отделяться. То есть мы как бы там на очереди стоим просто уже в головах даже русских. Они сами, кстати, себе сделали вред этим. То есть они, выставляя Кадырова как самостоятельным лидером и Чечню как неким государством в государстве, которое не подчиняется Москве, то есть они такую фальшивую картину своему этому населению, электорату. И это работало, это им на их користь, но в данный момент это может обернуться против них, потому что никто же не предполагал, что они вторгнутся в Украину, и их развал, просто мгновенно они к краю приблизятся. То есть они сейчас развалятся, и уже вот у них против, уже это работает уже против. Потому что при развале России это сунутая в голову россиянцев картинка и Запада через свои СМИ, она сработает. Ну, кто первым отделяться будет? Ну, конечно, Чечня будет отделяться. Вы же сами говорили, что это государство, что она так независимая. То есть она уже против них работает. Бог посмеялся над ними, скажем так, говорят так, что они что-то делали, вредя нам, в конечном счете это может обернуться против них. И тут заявление о Горской республике. Это как бы ты Америке говоришь, короче, не, ребята, мы хотим Горскую республику, и тебе скажут, не, мы не можем вам Горскую республику. Наш Закаев скажет, ну ладно тогда, короче, не можете, короче, закрываем. То есть это поведение человека, который хочет, чтобы ему сказали нет. Если, конечно, нет каких-то сепаратных переговоров Закаева и его правительства с правительствами вот этих северокавказских республик. Там, не знаю, они послали каких-то эмиссаров. Ну, представим такую фантастическую, гипотетическую картину, что они отдельно от ФСБ послали каких-то своих людей, и эти люди
И Закаев поверил этим людям, почему-то он должен людям, не знаю, что они ему показали, чтобы он поверил, что там действительно есть какие-то группировки вне поля ФСБ действующие. То есть, ну бессмыслица. Я не знаю, что в голове Закаева мы не можем знать, но со стороны, когда это смотришь, это полная бессмыслица. И я не против, скажем так, конфедерации горских народов. Ну, как в Евросоюзе. Это рано или поздно всегда случается. Общее экономическое пространство удобно для... Ну это мощное, помогает поднимать экономику, помогает, в общем, много чего, облегчает, убирает бюрократию, бизнес развивается, все хорошо. То есть это обязательно. Но эти компенсацию, чтобы все это вернуть, начинать нужно с Ичкерии. Но это слово мы не можем отпустить. Оно очень важно. То есть термины и названия здесь играют ключевую роль. Перейти на Горскую республику – это все уничтожить. Не все, скажем, но, скажем так, дискредитировать это все. Али, чтобы суммировать второй пункт. Даже если мы отставим первый пункт, что да, дело не в репарациях, мы их так и сяк не получили бы, и даже нет такого документа, даже если не верить во все это, второй пункт, он заключается в том, что другие страны, эти горские республики, которые теоретически должны туда войти, не проявляют такого интереса, как чеченцы, к своей независимости или вообще к созданию такой горской республики. Или же мы все-таки чего-то не знаем, но это маловероятно. То есть на данный момент получается так, что чеченцы собираются строить на Северном Кавказе горскую республику без особого участия других этих республик. То есть да, зачем не нам это? спросив соседей, да, Да, хотят ли они или нет. не спросив толком соседей и не видя никакого особого желания с их стороны. То есть это нет смысла. То есть второй пункт, в принципе, достаточный для того, чтобы быть не согласным с объявлением Горской Республики. Где вот эти митинги, где выступления, где их силы, которые кричат, что хотят отсоединиться, хотят отдельно быть от России, нету такого. Они все как бы довольно... спокойно стали частью Сухо. Российской Федерации. Сухо, мы можем, я могу там спекулировать разными фантастическими версиями, скажем так. Вдруг это правда. Ну, давай предположим, что какой-то действительно... Есть, например, такая очень крупная национальная, скажем так, единица под названием черкесы. Черкесы, адыги – это одно и то же, адыгская группа. Черкесов очень много в мире. Есть там, 500 000 почти черкесов. В Турции даже больше, по-моему. В Турции. В Израиле много черкесов, там есть черкесские генералы. А Израиль насколько влиятельное государство, ты сам можешь оценить. Так, есть в Америке. То есть это очень мощная диаспора, много-многомиллионная. Можем представить такую фантастическую, я не знаю, ситуацию, что у черкесы вышли как-то сумели объединиться, договориться, что им нужно. Вот все это пространство, Сочи, там, Краснодар, Ставропольский край, вот это все, это черкесская земля, отнятая в результате страшного геноцида и убийства, и изгнания, страшнейшим геноцидом. То есть представь такую ситуацию, что, может быть, где-то за кулисами черкесы вышли на Закаева и сказали, мы увидим, что Россия каюк, давай, мы тебе свои поддержку дадим, черкесская диаспора даст людей, финансы, а ты скажешь американцам, что мы хотим возродить Горскую республику, такое, где и Черкесия будет, где и Чечня будет, где и еще там кто-то будет. Что-то такое мы можем фантазировать. Но случилось ли это на самом деле, мы не можем знать. Потому что, как ты уже говорил, если нету запроса, но он может сейчас появиться, запрос. Запрос может появиться из-за войны в Украине. То есть ингуши, например, которые в 91 году или 92 году добровольно вошли в состав России, потом подписали вот этот федеративный договор. Сейчас, когда Украина подаст в суд, там все арестуют, и русские начнут до 3-го, до 5-го поколения выплачивать компенсации украинцам, то ингуши тоже будут в этом. И когда они скажут, а почему это мы должны платить украинцы, им
ну вот видите, у вас тут референдум был, и вы согласились стать частью России. Вот поэтому вы будете платить. Вот им можно гипотетически так сказать. Чтобы убежать от этого, вот эти народы, там, осетины, не знаю, дагестанские народы, еще кто-то, особенно адыги, кабардинцы, еще кто-то, могут внезапно, у них может запрос такой появиться, когда ну, уж совсем уже вот это приближение этого конца России будет, ну совсем уже, вот уже сейчас, там может спешно организоваться какое-то движение, чтобы избежать вот этого страшных выплат и вины за вот эти русские преступления, то они могут это срочно организовать такой запрос. Ну, пока что я ничего не вижу, пока что мы на этом ничто явление от ингушей, то есть, видимо, они раньше всех проснулись. Но теоретически такое может быть, что такой запрос появится. Но пока его не видно. И что русские, как ты заметил, что они во что бы то ни стало пытаются в Украине акцентировать на чеченцев. То есть там может больше татар быть, там может даже этнических украинцев в этих русских частях, воюющих на Украине, 100% больше. Причем, не знаю, в 10 раз больше, наверное. Ты знаешь, как много украинцев там было депортировано в Сибирь, как их много в Смоленске, например, это чисто украинская земля, там, как много их на Кубани, Воронежской области, там миллионами их. Я там как раз жил, кстати, и попадая в вот эту деревню, она не русская деревня, потому что вот эти местные жители, они арбузы называют горбузами, и у них украинский акцент, и они говорят, мы вообще-то украинцы, но нас записали русскими. То есть вот эта огромная многомиллионная часть, этих украинцев, ну, обрусевших, скажем так, их просто записали. То есть в Украине больше воюет украинцев, тем не менее русские постоянно показывают. Не армян, кстати. Армян тоже, скорее всего, в русской армии больше, чем чеченцев. Они пока акцентируют. Это именно для этого делается. Чтобы в случае чего нам это подгадить, короче. Потом будут говорить, а чеченцы что же воевали? Зачем им нужно? Они должны тоже Украине компенсацию платить. То есть они будут на нас толкать вот эту вину. 100%. Уже заранее, уже об этом думают они, да? Уже, ставки оградили. Они же многоходовочку делают всегда все время. Они когда нас Вторую войну готовили, там же много было, там этих людей украли, журналистов, это убили, англичан зарезали, там целый вот этот 1,5 миллиона этих ГБшников там, они без работы останутся, если не будут какие гадости заниматься. То есть они это делали, и то делали. Вот сейчас они тоже, короче, вот этих политических оппонентов убивают исключительно чеченцев. Там, Политковскую убили, Немцова, типа чеченцы убили. Это делается нарочно. в кавычках чеченцы, сотрудники российских спецслужб. Да-да, причем ну, нарочно это делается. Вот вы защищали чеченцев, ты 1 миллион подписей против войны Чечни собрал, Немцов. Вот я тебя чеченцами убью. Вот это злобного вот этого карлика Путина, его вот эта манера. Да, такая подлая манера, да, такая. Да-да, ну, как это говорят, он затаивает это в себе и начинает вот так мелко мстить. Что он такой человек, говорил вот этот Шендерович. Вот тогда он там как бы ведет себя там более-менее. И Шендерович говорит, когда мы с этой командой НТВ, как они как раз вот это НТВ закрывают независимо, пошли к нему на прием Путина, вот он вел, говорит, себя вот именно так. То есть вы это против власти, да я вас задавлю. Вот, типично вот зэковским таким этим жаргоном оскорблял их. И вот тогда я понял, кто такой Путин, Шендерович сказал. Я этому говорю, вот это его поведение, видно вот это, что он мстит нам. Это месть выставить чеченцев вот такими, короче. И, естественно, у него получается по ходу. Алуй, дай исход за ответы. У нас уже интернет начал бойкотировать. Мы, по-видимому, слишком долго говорим. Я попытаюсь... Рука Москвы. Да, даже сюда вмешивается, да? Я на этом, наверное, закончу наше первое интервью. Ну, будут дальнейшие, да, и он дай исход за вопросы, за ответы, за время. Всем зрителям
Марш, марш Ойл, и уже по традиции хочется сказать, будьте демократами и вступайте в демократическую партию. Да, все будет Ичкерия. Все будет Ичкерия, да.